Уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск передачи «Зан Жене Тарцеп» и я ее ведущая Жанар Белялова. Основой деятельности органов внутренних дел является принцип «закон и порядок», направленный на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в регионе. Каждый гражданин должен знать, нарушители неизбежно будут нести ответственность за свои действия. За неделю на территории области зарегистрировано 114 преступлений, из которых 20 совершены в общественных местах, 8 на улице. Министерство внутренних дел сообщает о выявлении нового вида интернет-мошенничества, связанного с использованием современных технологий искусственного интеллекта. В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором с применением технологии Deepfake используется внешность руководителя одного из банков. В данном ролике говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Халак Плюс, через которую гражданам обещают получение крупных денежных выплат. МВД официально заявляет, что подобная платформа не существует, а распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение. Это может привести к утрате денежных средств. Гражданам следует помнить, что любые предложения о вложении денежных средств через неизвестные онлайн-платформы сопряжены с высоким риском мошенничества. В целях безопасности рекомендуется осуществлять финансовые операции исключительно при личном обращении в официальное отделение банков. Министерство внутренних дел призывает граждан не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях, не переходить по неизвестным ссылкам, не передавать персональные данные третьим лицам, проверять информацию только через официальные источники. В случае выявления подобных материалов или если вы же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. В Центральном госпитале МВД начал работу реабилитационный центр для сотрудников органов внутренних дел, получивших травмы и заболевания во время службы. Полицейская служба связана с постоянным риском. За годы независимости при исполнении служебного долга различные ранения получили порядка 5000 сотрудников. Это не просто статистика. За каждой цифрой стоят судьбы людей, которые, защищая граждан, сами нуждаются в поддержке и восстановлении. По поручению министра внутренних дел в госпитале созданы условия для комплексной реабилитации сотрудников. Здесь они смогут пройти восстановительное лечение и вернуться к полноценной жизни и службе. Реабилитация проводится по ключевым медицинским направлениям – травматология, неврология, кардиология и терапия. Пациентам доступен широкий спектр современных процедур – лечебная физкультура, массаж, механотерапия, гидрокинезотерапия, бальнеотерапия, лазеотерапия и другие методы восстановления. Работа центра будет организована на постоянной основе. Заезды планируется проводить ежеквартально. Создание центра – это конкретный шаг в системе поддержки личного состава. МВД последовательно усиливает заботу о сотрудниках, для которых служба – это не просто работа, а ежедневная ответственность за безопасность страны. Минус 1000 доз. В Павлодаре ликвидирован крупный наркоканал. Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области в результате оперативных мероприятий пресекли деятельность крупного канала сбыта синтетики. Изъято более 1000 разовых доз. Задержан ранее судимый местный житель. При личном обыске у него обнаружены порядка 60 готовых к реализации закладок. В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские изъяли партию синтетических и психотропных веществ. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес составил более 1 килограмма. Также изъяты весы, упаковочные материалы и другие неопровержимые доказательства преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ВВС. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Полиция продолжает проводить следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить всю цепочку поставок и возможных соучастников данного преступления. Весь этот объем не дошел до потенциальных потребителей благодаря своевременному вмешательству полиции. Главный пример – это вы. Павлодарские полицейские провели откровенный диалог с родителями. Единое родительское собрание, посвященное воспитанию ответственности и безопасности подрастающего поколения, провели полицейские региона. Главная мысль диалога – правопорядок начинается не с протокола, а с климата внутри семьи. Семья как фундамент личности. Именно дом является местом, где закладываются базовые принципы поведения.
Обеспечивать ребенка материально важно, но гораздо важнее знать его круг общения, искренне интересоваться его хобби и эмоциональным состоянием. Безопасность вашего ребенка должна быть под вашим контролем. Особое внимание стражи правопорядка уделили соблюдению требований законодательства в части запрета нахождения несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законного представителя. Также обсудили культуру поведения на дороге и профилактику конфликтов в подростковой среде. Родителям разъяснили, отсутствие контроля зачастую становится первым шагом к противоправным действиям. Акцентировали внимание на том, что доверительные отношения в семье – это лучшая защита от внешних угроз. Личный пример родителей и постоянная поддержка помогают предотвратить вовлечение подростков в опасные ситуации. В завершении встречи полицейские призвали родителей быть внимательнее к деталям в жизни своих детей. Безопасность, жизненные ценности и будущее ребенка – это проект, который полиция и семья должны реализовывать вместе. Единое родительское собрание прошло во всех школах региона. Создание аварийной обстановки на дороге – одно из самых опасных нарушений. Многие водители считают, что если столкновение не произошло, то и нарушения нет. Однако по закону, если ваш маневр вынудил других участников движения резко затормозить или изменить направление, чтобы избежать удара, вы уже совершили правонарушение. К примеру, вблизи села Рождественка Успенского района водитель автомобиля, пренебрегая правилами безопасности, создал аварийную обстановку на дороге. Несмотря на плотный поток машин, он совершил опасный маневр, который вынудил других водителей резко менять скорость и траекторию движения, чтобы избежать столкновения. Сотрудники роты патрульной полиции оперативно установили личность нарушителя. За невнимательность и опасную езду водитель привлечен к административной ответственности. С начала года на дорогах региона пресечено уже около 200 аналогичных нарушений. Полиция напоминает, создание аварийной ситуации – это серьезный риск не только для вашего кошелька, но и для жизни окружающих. Законодательством предусмотрены правила, которые спасают жизнь. Безопасность на дороге складывается из мелочей. Соблюдать ПДД необходимо всем участникам дорожного движения. В ведомстве отметили, помимо соблюдения дистанции и правил маневрирования, важно всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие системы, соблюдать правила парковки, чтобы не ограничивать видимость других водителей, проверять наличие в авто укомплектованной аптечки и исправного огнетушителя. Будьте внимательны и осторожны. Помните, дорога не прощает ошибок, а ваш маневр может стоить кому-то жизнь. Мигалки, сладости и море эмоций. Малыши заглянули в гости к полиции. В поселке Щедерты полицейские на день стали экскурсоводами для воспитанников детского сада, организовав необычный день открытых дверей для малышей из детского сада номер 11. В гости к стражам порядка заглянули малыши, для которых была подготовлена увлекательная программа знакомства с миром правопорядка. В центре внимания патрульный автомобиль. Самый живой интерес у маленьких гостей вызвали служебные патрульные машины. Мы не просто показали технику, но и рассказали, зачем нужны мигалки и как специальные средства помогают в службе. Ребята смогли почувствовать себя настоящими патрульными, задавая вопросы и внимательно изучая оснащение автомашин. Для многих ребят это была первая встреча с полицией, и стражи порядка сделали все, чтобы она оставила только добрые воспоминания. Безопасность вне школы. В средней школе номер 13 Экибастуза состоялось знаковое событие, направленное на воспитание правовой культуры и безопасности. Мероприятие объединило ключевые инициативы: концепцию «Адал Азамат», принцип «Замжени Тартеп» и проект «Айконнатижи». Главная цель встречи – не просто напомнить о правилах, а сформировать у молодежи внутренний стержень ответственности, уважение к закону и окружающим. Особое внимание уделили личной безопасности и культуре поведения на дорогах. Перед учащимися выступил начальник городского управления полиции Толиген Кудайбергенов. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул: порядок возможен только там, где уважают закон. Каждый ваш поступок сегодня – это вклад в ваше успешное и безопасное завтра. Вместо скучных лекций школьников ждал интерактив. На тематических площадках дети соревновались в спортивных играх, изучали правила безопасности и получали практические советы от профессионалов. Не остались в стороне и взрослые. Для родителей полицейские организовали честный и открытый диалог на самые острые темы: защита половой неприкосновенности, профилактика буллинга, противодействие интернет-мошенничеству и подростковой преступности. Эксперты дали четкие рекомендации, как распознать угрозу и сохранить эмоциональное здоровье ребенка в цифровом мире.
Такие встречи – это больше, чем профилактика. Это создание живого диалога и доверия между обществом и полицией, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным, а каждый гражданин – ответственным. На связи 24/7. Полицейские Павлодарской области доказывают делом. Их работа – это не только протоколы, но и реальная помощь в самые трудные минуты. На днях участковый инспектор УП города Экибастуза Талгат Кажамжаров стал героем для 2 семей на озере Туз. Во время патрулирования вблизи озера офицер заметил автомобили, наглухо увязшие в прибрежной грязи. Как выяснилось позже, водитель Дэу Некси решил подъехать поближе к воде, но машина мгновенно застряла. В салоне в это время находились супруга и 2 маленьких детей. На помощь приехал друг семьи, однако внедорожник также оказался в густой грязи. Участковый не проехал мимо. Оценив ситуацию, Талгат оперативно применил спецсредства, вытянув 2 автомобиля на безопасный участок и, чтобы исключить новые поломки, сопроводил семьи до самого города. Водители, уже потерявшие надежду выбраться самостоятельно, искренне поблагодарили полицейского за неравнодушие. Дорогие телезрители, данную передачу вы можете посмотреть и на YouTube-канале Ертис Телеарнасы, адрес которого вы видите сейчас на экране. А новости о служебной деятельности Павлодарской полиции можно узнать на аккаунтах Департамента полиции в Instagram, Facebook, либо в телеграм-канале policia.kz. Такой была прошедшая неделя. Я прощаюсь с вами. До встречи. Берегите себя и своих близких.